ученица 9 класса общеобразовательной школы номер 2. Сегодня я хочу вам представить свою тему «Экологический образ жизни как способ адаптации к климатическим изменениям». Сегодняшняя моя главная цель – это объяснить, что же такое климатические изменения и почему это так важно для нас. Изменение климата – это долгосрочное изменение температуры и погодных условий на Земле. Почему же оно происходит? Оно происходит из-за выбросов парниковых газов, вырубки лесов и загрязнения окружающей среды, что очень пагубно влияет на людей, животных, растений и на всю нашу планету. Наверное, вы зададитесь вопросом, каковы же причины изменения климата? Основные причины изменения климата – это деятельность человека. Сжигание ископаемого топлива, нефть, уголь, газ, вырубка лесов, так как природа не успевает и теряет свою возможность очищать воздух. Также это заводы, автомобили и самолеты, которые выбрасывают большое количество углекислого газа в нашу атмосферу. Каковы же последствия изменения климата? Самое главное и самое пагубное последствие – это повышение температуры, из-за чего тают ледники и повышается уровень океана. Казалось бы, ого, будет больше воды, но на самом деле все совсем не так. Также к последствиям изменения климата относятся засухи, ураганы, наводнения и лесные пожары. Кстати, хочу отметить то, что Каспий начал мелеть, так как две питающие его реки, Жаев и Волга, начали терять свой объем. Тем самым в Каспий поступает меньше воды. А спросите, из-за чего? А потому что на это очень влияет деятельность человека. Теперь вернемся к самому главному вопросу нашей темы. Что же такое адаптация к изменению климата? Но для начала я бы хотела вам показать примеры того, как адаптируются разные страны к изменениям климата. Например, Нидерланды строят дамбы, чтобы защититься от повышения уровня моря. А вот в Африке внедряют специальные сельскохозяйственные методы. В Индии сажают зеленые зоны, делая их в городах. А вот Казахстан использует несколько методов адаптации. Это экономически выгодный. То есть зеленая энергетика дает плюс не только в экологию, но и в экономику, тем самым открывает новые рабочие места. Государственный. Адаптация поддерживается на уровне правительства через программы, законы и инвестиции. Образовательный. Проводятся информационные кампании и внедряются зеленые уроки в школах. Хочу добавить то, что среди тем 11 класса есть тема «Зеленая химия». Она скрывает проблематику загрязнения атмосферы и дает решение к адаптации к изменению климата. Что же, в свою очередь, можем сделать мы? Мы можем начать экономить воду и электричество, выключать свет, когда он не нужен, и самое банальное – это не оставлять воду открытой, когда мы чистим зубы. Начать использовать многоразовые вещи, прессовые эко-мешки, бутылки и контейнеры вместо одноразовых пакетов и пластика. Сортировать мусор, отдельно выбрасывать пластик, бумагу, органику, если у нас есть на это возможность. В заключение я хочу сказать то, что изменение климата – это глобальная проблема, но мы все можем изменить. Адаптация – это важный шаг к выживанию, устойчивому и успешному будущему. Каждый человек может внести свой вклад. Начать можно с простых шагов уже сегодня.